Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! А как мужик выглядит? Алкаш, смешливый такой. Ёж. О, пацаны, привет. Брат, готовы стихи, но не успел перенести на это. Могу прочитать. Ну, только не под запись я могу... Кстати, сегодня встречал Белочку. Ага. Очень ждет стих про нее. Ну, Ну, белка в рулетке. Не, я знаю ее. Я просто успел про тебя написать и про Нехарламова. Что, и меня уже посчитали, блин. А вы, Ну, вы смотри. видели, я с вами ролик выставил. Да, видел, конечно. Смотри, я не успел только перенести на компьютер. Если вам сейчас читать, то Да. только могу с ошибкой поправляться. По барабану. Ну давай так, сейчас как будет репетиция, ты только если вдруг захочешь это не выставляй, а если тебе понравится, то когда мы завтра или послезавтра встретимся, он уже будет на мониторе. Мне Давай, понравится в любом варианте. Ну смотри, брат, могу сбиться, не обижайся. Читаю, видишь, Ничего. перечеркнутый. Вчера вечерком я решил тусануться, пройтись по Ютубу, втыкнуться на стрим. Мне первым попался какой-то таежник. Не стал его скипать, остался я с ним. Уселся я в кресло, винишко накапал. Нам немец играет шикарнейший блюз. Как только закончил, то сразу в экране вдруг появляется питерский туз. Концертная зона, гитара на взводе, вокруг барабаны красиво звучат, а он нам поет прямо здесь вот, на стриме. Ему аплодирует стоя весь чат. Закончилась песня, вскружилась рулетка, и снова в эфире у нас музыкант. Канал одной крови вдруг к нам подключился, и песни уже нам спевает Степан. Увидев такое, шикарное диво, зову я супругу, иди, мол, ко мне. На стриме проходит концерт здесь бесплатный. Садись со мной рядом, купайся в вине. А что было дальше? Я сам вообще в шоке. Я знаю, услышав, вы скажете, врет. Но я расскажу. А для тех, кто не верит, канал «Ты таежник» открой и вперед. И так в ожидании концерта вживую, наполнив бокалы, обнявшись слегка, сидим мы с Валюшкой, прильнувшись к экрану, сидим в ожидании на сцене певца. И вот стоп-рулетка, распахнутая ширма, в экране всплывает девчуля краса. Мы с Валей гадаем, а что же сейчас будет? Ну на чем нам сыграет красиво она? И вот кульминация. Прямо на стриме. Девчуля с улыбкой вопрос задает. Хотите ли сексом со мною заняться? Хочу я попробовать сразу втроем. Я сразу затих. Слышу рядом дыхание. Тихонько бокалы из рук я убрал. Шепчу я любимой. Быть может, родная, ты в зал посмотреть, ты в зале посмотришь какой сериал, ну я чуть-чуть сбился, извини. А в этот момент Борода ей ответил, что как бы не против он так почудить, бери, мол, подругу, прикид сексуальный, и сможем тогда тройничок замутить. Супруга присела, я чую неладно, я вижу, не нужен уже сериал. Она, улыбнувшись, ко мне повернулась. Сходи, дорогой, убери наш подвал. А что было дальше, уже я не знаю. Я молча спустился в глубокий подвал, убрался на полках, почистил картошку. Но вот, возвернувшись, жену не узнал. За все меня хвалит, любимым назвала. Спасибо сказала про пройденный стрим. Детей очень быстро зачем-то собрала и к бабушке срочно сказала вези.
А что было дальше, у нас под секретом. Про это лишь знает таежник один. А если же кто-то захочет подробно, смотрите видосы, ходите на стрим. Ну, Отлично. я думаю, ты понял, из чего все Отлично. взято. Да-да-да. А если кто не знает твои стримы, они не поймут даже, про что я взял. Не-не, Ну, а ты классно, понял, это классно. все взято, то, что я увидел на тебе. Я вчера до утра смотрел твои стримы специально, чтобы сделать, ну, понял. Ну, спасибо. Огромное от души. От души душевного. Но не успел, точнее, не то, что не успел. Я еще Меня такой ребята человек, что я не пишут, умею из браво, тетрадки блин. вот сюда переносить. Я не умею, мне надо, Ну, приходит ничего, друг. ничего слушаю. Научусь. Поэтому, если будет интересно, когда будет здесь встретимся, я прочитаю уже с выражением. Не, Ну, отлично. Это ролик. прям вот отсюда, с тетради. Да, а что такого? А я там сбился, там. Ну, А ты и понимаешь, что? Нет, так наоборот. Это... карандашом написано, Вот. глаза старенькие. Ну, Да там по смотри сам, барабану. я никогда не против. Я всегда говорю так, если я вышел, Как- должен быть готов, Как что тебя где-то говорил, выложат. как говорил мой отец, Царство небесное, Андрюша, сынок, запомни, самая верная память — любой тупой карандаш. Вот записал и все. У меня там есть же это ролик, это и с Игорем тоже стихи пишет. И тоже как бы он читает вот так вот, у него свой альбом. И... Не, я смотрел почти все твои ролики. Какие-то пролетом, какие-то с подробностью. Не все, не все. Ты понял? У меня Нет. больше 1000 роликов. Нет, я имею в виду так, мельком, название. Все ролики ты сам понимаешь, если бы я сел Ну, все это на ну, ролик, это я не- лет через 20 только Я появился. сам бы не хотел пересмотреть. Вот. Я про Харламова писанул. И твой. И это. Ну, вот так. У меня есть ролик, называется «Укуси меня за пятку». Маленькая девочка такая меня пыталась укусить там за Джавелину, за кого-то, а я ей просто вот, я на ней прикалывался. И мне поставили там в ролике 18+. И как бы он не пошел. Ну там вот именно, укуси меня за пятку. Я считаю, это был у меня, ну, блин. Ну, гинеколог, да, психолог, да. Когда я стал гинекологом, психологом, да, это хорошие ролики. А вот это вот укуси меня за пятку, она прям так маленькая пушится, как мошка на слона. А у меня было такое отличное настроение. У меня у друга родился сын, и как бы я был таком, и я ее просто так вот чуть-чуть. Рекомендую посмотреть. Посмотрю. Укуси меня за пятку. И 18+, вот YouTube поставил, думаю, ну блин, ну за что, ну ё-моё. Посмотри, ну и все. И тут я всегда переживаю, чтобы не обидеть кого-то. Ничего обидного там, что Борода назвал, чувак, там, все, пацаны, не в Все обиду. в тему, я всегда воспринимаю все адекватно. Я никогда не занимался сочинением стихов, и мне это было очень, очень, очень приятно, говорю еще раз, просто вот. Ну, спасибо. Мне это Вот, все равно вот приятнее, когда это сам- вот. И вот когда говорят, да, вот, блин, с Игорем надо тоже будет ролик сделать. И он говорит, у меня бывают стихи кривые. Вы слышите, кто тебя начинает тебя критиковать, пусть посоветует, как. Пусть сами попробуют написать. Пусть сами наденут твои ботинки и пройдут этот путь тернистый. Не надо никогда никому вообще внимание обращать. Кто там? А там вот не тот слог. Ребята, не нравится, а он дверь, он порог. Все. Ну, понял. Слушай, тебя Андрей, да, зовут? Да, Андрей меня Ну, зовут. ты сказал, батя, меня Сергей, если что. Слушай, а у них Харламова бывают стримы, чтобы я Да. попал и прочитал Да, ему да, его стих? да. У меня же его есть. Вот. Можешь зачитать, я его перекину в Дискорд. Ну, опять, я сейчас в этой... Да и что? Нет, ну, здесь я еще больше буду сбиваться. Да ничего потому что- страшного. Ну, попробую, ну, вдруг, если будет фигово... не Да, важно, все будет отлично. Давай. Попробую, пацаны.
А там смотрят тебя, да, люди? Ты на стриме? Да, 28 Ну человек. ладно, ребят, и вам, это и для вас, и для Таежника, и для Харламова. У меня всегда к вам низкий поклон. Я всегда уважаю всех, кто на чате. Давайте. На медне в рулетке мелькнула мне рожа. Довольно знакомый какой-то чувак. Когда пролистнул, то меня осенило. Да это ж Харламов был. Как же ж так? Как же так? И вот я в погоне, листаю страницы, а мысли в башке уже что мне сказать, когда его встречу прямо здесь вот, в эфире, и как обратиться, как руку пожать. Себе накрутил я уже, что друзья мы, глаза закрываю, канал ТНТ. Мы с Гариком гордо выходим на сцену, и в Comedy Club аплодируют мне. Но быстро вернувшись из влажных фантазий, смотрю в монитор и не верю глазам. В эфире со мной, в эфире со мною сам Гарик Харламов хрипато мне шепчет: «Здорово, чувак!» От встречи такой я чуть было не всрался. Коленки трясутся, а руки дрожат. И тут я опомнился. Надо ж втираться в доверие и Comedy Club. Диктую сценарий и сразу же роли. По полочкам Гарику все расписал. Кричу: позвони скорей Павлику Воле, пусть всех собирает, готовит пусть зал. Смотрю на экран, вижу глазья такие, отвисшую челюсть, потерянный взгляд, и слышу из уст, как сказал он с улыбкой: тормозни, не Харламов я, брат. И дошло до меня, что они лишь похожи. У них голос один, да и юмор хорош. А канал не Харламов, кстати, я подписался. Вас мгновенно введет в незабвенную дрожь. Вообще, и что снится супер. Ну, просто я всегда переживаю, ты видел, там Да. чувак, рожа, ну, думаю, не знаю, я же еще тут новенький, не знаю как. Серега не обидится, но можно сделать 2 ролика. Вот про меня, это про меня, а про Серегу я ему лично перекину. Нет, то вы как хотите делать, я не против, я... Ну, вы умеете подмечать такие, знаете, какие-то вот черты характера, знаете, изюминки. У вас это получается, да? Не знаю, пробую, Да не стараюсь. стесняйтесь, ну вот, ребят, Ну, канал, смотри, дед, я всегда... вот, бродяга откинул, дед психоплет, ребят, 26 человек, я желаю, вот сейчас поставьте плюс-минус, кто подписан на творчество человека, это не подписан, 26 человек, я хочу и либо 26 плюсов, либо там минусов, ну, ребят, ну, блин. Ну, а вдруг они не хотят, зачем заставлять? Ну, мало ли. Нет, А. таким людям... Ну, я каждые 3 дня буду выставлять про 3 ребята, блогеров. я объясню просто, ребята. Талантам надо помогать. Бездари, они пробиваются сами. Вы ж видите, что творится в благосфере, ребята. Бродяга подписан, молодчик. Так, а пацаны не обидятся твои. Я здесь, ну, чуть до этого про подписчиков там. Все фамилии, ну не все, я не могу, часть подписчиков, то все тоже там радовались, но это вообще в другом, не в чат-рулетке, это я там человеку сочинил, он стример, ну там по биткоинам, по всякой фигне, и я... Не, он не в рулетку не уходит, просто я им прикололся, давай я твоим подписчикам писану. Я писанул, там все в восторге, ну человек 10 вписал, он мне дал постоянные, вот постоянных своих... Мне пишут, круто современной молодежи. Ваши стихи. Я всем читаю, кто попадется, и молодежь, и старикам, и встретишь, если еще белочку, ну я не успеваю сразу. Белку? Вот, ну, белку, да, я про нее напишу. Да она обязательно. мне сегодня мозг вынесла, блин, просто. Мы еще в Дискорде общаемся, есть такая программа Дискорд. Не, я напишу. Завтра будет на стриме. У нее просто сегодня будет утром у мелкой у дочки это садики представления, она там участвует, говорит, не хочу. Я хотела. Ну, мы с ней договорились, у ней 13 декабря день рождения. Мне до 13 декабря надо успеть написать. Ну, короче, я напишу.
Ну, просто не могу сразу вот охватить Ну, бывает такое, да, бывает. Надо всех. подумать. Пока охватываю тех, кто мне больше нравится, с теми, кто мне было интересно. Я не льстю, просто говорю вот. Ну, есть такое. как есть. Вот. Ну что, не буду отвлекать, пацаны, от беседы. Спасибо, что прослушали. Вам Поклон спасибо огромное подписчикам. за ваше творчество. Я вас уважаю и буду всегда для вас читать Мира, стихи. добра, здоровья. Давайте, ребята. Успехов в творчестве. Если что,